سغزارت خراوي دوني فادا سيم فرات توتن سيفان شحجا وي دوني جبسيم أبرات Мы мусульмане, мы горцы, мы мужчины. Где же это все? Где же оно, ваше мужество? По-вашему, мужество заключается в физической силе, которую сам Аллах дал вам. Мужество не в мускулах, которые вы пытаетесь накачать. Мужество — это не та одежда, которую вы натягиваете на себя, и не прическа, которую вы наутюживаете, как девушки. Настоящее мужество проявляется в поступках, в делах, которые мы делаем. Ты можешь проявить свое мужество, будучи слабым и побежденным, а также ты можешь остаться униженным, будучи победителем. Где те горцы, которые славились своим нравом, своим поведением? Каких мужчин мы видим сегодня? Мужчины, которые сидят в этих грязных, развратных клубах, утонувшие в дыму кальяна и сигарет. Мужчины, которые снимают себя на видео, ведут прямые трансляции в соцсетях и фотографируют себя в зеркало на свой смартфон за 40 тысяч. Интересно, какой подарок в своей жизни вы сделали своей матери за 40 тысяч? Вы сидите в этих клубах, в этих сетях, выставляя себя на показ. Более того, те, которые так делают, выпрашивают какие-то лайки, какие-то сердечки. Ради этих лайков такие так называемые мужчины смогут даже и станцевать сегодня. Или еще что-то там сделать. А те, которые наблюдают за всем этим, сидят и выпрашивают у них: покажи губки, покажи ножки, покажи еще что-то. Аузу билляхи. К сожалению, все это распространяется, и уже сегодня мы наблюдаем это с нашим народом. Народом мужчин, которых раньше узнавали по ихним горским принципам, а девушек, которых узнавали не только по внешнему виду, но и по воспитанию. А что мы видим сегодня? Видим все, но только не это. Вы не думаете, что те, кому вы показываете все это, и те, с кем вы заигрываете в этих сетях, да и в реальной жизни, вы не думаете, что они такие же девчонки, как и ваши сестры? А у некоторых из вас есть уже свои подросшие дети. Неужели вы не думаете о них? А что, если они сами или же с ними будут поступать таким же образом? Вы сразу же будете готовы перевернуть горы из-за своей ярости. Подумайте же об этом, о сыны горцев. Оставьте это, прекращайте совращать молодежь. Останавливайте тех, которые так делают. Постарайтесь хоть как-то пристыдить их. Вот такие действия и являются частью мужества. Мало того, что эти невежественные люди опустились до такого, плюс ко всему этому мы наблюдаем, что к ним присоединяются те, которые называют себя соблюдающими мусульманами. Аузу билляхи, как вам не стыдно? Нету безгрешных людей, нету таких, которые не ошибаются, но мы знаем, что Аллах принимает искренние покаяния людей. Но удивляет именно то, что вы, так называемые мусульмане, не стесняетесь и не переживаете, что будете замечены другими. Субханаллах, и раньше люди прятались, когда совершали непристойные дела, стесняясь того, что они не могут победить свой нафс.
Вы не думайте за самих себя, так подумайте хоть о своей религии или о других мусульманах. Подумайте о том, как вы загрязняете, как вы пачкаете нам лицо, и тем самым даете повод, чтобы о нас говорили плохо. Более того, вместо того, чтобы заняться призывом людей, вы своими действиями отвращаете их от религии Аллаха. Видя вас, люди начинают думать, вот она религия, к которой нас пытаются призвать, о которой нам рассказывают. А для других мусульман, которым не безразлично положение уммы, является обязательным в таких случаях делать разъяснения по поводу того, что грязные действия, поступки таких людей не имеют никакого отношения к исламу. И то, что все эти действия ихние, что все это является тем, что отдаляет от веры. Субханаллах, неужели вы, те, которые уподобляются и дружат с этими развратниками, неужели вы не боитесь Аллаха? Вы 5 раз в день читаете намаз, если вообще читаете, и в каждом намазе вы обращаетесь к Аллаху со словами из Корана, где говорится «Ихдина ссират аль-мустаким», «Веди нас прямым путем». صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Путем тех, кого ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших. Вы читаете эти молитвы, после чего соскакиваете со своих намазов как можно быстрее и сразу же бросаетесь в свои кружки, где вы развлекаетесь, курите всякую грязь и прослушиваете музыку, подтанцовывая и поддерживая эти извращенные пляски. Аузу билляхи, насколько же вы неправдивы с Аллахом. Передается от Абдуллаха ибн Мас'уда, что он сказал: поистине тот, кого молитва не побуждает к одобряемому и не удерживает от порицаемого, только отдаляется от Аллаха посредством нее. С кого вы вообще берете пример? Неужели вы не видите, что те же, с кем вы дружите, с кем вы забавляетесь, смеются за вашей спиной, смеются над вашим лицемерием? И даже в тех редких случаях, когда вы заводите при них разговор за Аллаха и за Его религию, если вообще заводите, в таких случаях они с отвращением отворачиваются. И каждый раз, когда вы отдаляетесь от своего имана, они радуются этому. В то время, когда праведный брат поправляет тебя и указывает на то, в чем больше блага для тебя. Вот такие вот у вас друзья. И как сказал Ибн Каим, что умный враг причиняет меньше вреда, чем невежественный друг. А Ибн Мас'уд говорил: о человеке судите по его другу, ведь он берет себе в друзья лишь подобного себе. А также известно, что саляфы задавали о человеке всего 3 вопроса: где он ходит, к кому он заходит и кого из людей он любит. А что же касается наших искренних братьев, хочу напомнить несколько слов, и начинаю это напоминание в первую очередь с самого себя. Валлахи, братья, мы продолжаем находиться в опасном положении, пока видим все это и ничего не делаем. Ведь не нужно бегать по горам и носить с собой оружие, чтобы порицать подобное, и вытаскивать из этого тех мусульман, которые тонут в этом нечестии. Мы обязаны останавливать это своими действиями. Но при отсутствии возможности делать это силой, мы должны порицать это своим языком. А что касается несоглашения с этим в сердце, то это самая последняя и самая низкая степень, которую мы обязаны проявлять в любом положении. А отсутствие этого в сердце может навлечь гнев Аллаха, как передается от Абу Умара ибн Абдуль-Бар. Послал Аллах всемогущий ангелов в деревню с повелением разрушить ее с теми, кто там есть. И вот они обнаружили человека, совершающего молитву в молебне, и воскликнули тогда они: «О Господь, поистине там такой-то твой раб совершает молитву». И тогда сказал Аллах всемогущий: «Уничтожьте деревню и его вместе с ними, ведь поистине он никогда не менялся в лице из-за меня».
А также передал Ибн Абу Дунья от Ибрахима ибн Амру, который сказал: «Не звел откровение Аллах Юша ибн Нуну: поистине я погублю из твоего народа 40 000 самых лучших и 60 000 худших из них». И тогда он воскликнул: «О Господь мой, эти худшие, с ними понятно, так что же будет с лучшими?» И ответил Аллах Всевышний: «Они не гневались ради моего гнева, ели и пили вместе с ними». И просим у Аллаха защиты от козни проклятого шайтана, просим, чтобы он исправил сбившихся мусульман, а также просим у него, чтобы уберег нас от малодушия и безразличия. Альхамдулиллахи Раббил Аламин, Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммаду.